Нам необходимо принять комплекс мер, которые позволят стабилизировать, не допустить снижения численности населения России в предстоящее десятилетие. В пакете мер государственной поддержки объявлена Владимиром Путиным программа субсидирования ипотечной ставки. Это означает, что если молодая семья захочет, к примеру, взять в ипотеку квартиру, оплачивать сумму банку они будут только 6% годовых. Все, что идет свыше, оплачивается за счет государства. Такие меры поддержки, как заявил президент Владимир Путин, хороший способ повысить демографию страны. К примеру, сегодня средневзвешенная ставка на рынке ипотечного кредитования составляет, по данным Банка России, 10,05%. То есть в таком случае государство берет на себя более 4% стоимости кредита. По оценке Минстроя, в предстоящие 5 лет эта программа может охватить свыше 500 тысяч семей. Еще поподробнее скажу. Программа ипотечного кредитования будет носить срочный характер, предусматривает субсидирование процентной ставки сверх 6% при рождении второго ребенка в течение 3 лет с даты выдачи кредита, третьего ребенка в течение 5 лет с даты выдачи кредита. Как отметил Владимир Путин, получить жилье по программе субсидирования может молодая семья, у которой родился второй ребенок с 2018 по 2022 годы. Ну а если в течение этого времени родится третий ребенок, срок процентной ставки продлевается еще на 5 лет. Банк выдаст ипотеку при наличии положительной истории, хорошей платежеспособности. Также особым условием получения жилья по этой программе является обязательное страхование жизни и здоровья. Если по каким-то причинам клиент решил, допустим, отказаться от страховки, или же он по каким-то условиям просто хочет выйти из этой программы, то тогда процентная ставка увеличится на 2 процентных пункта от ключевой ставки Центрального банка. На сегодняшний день она составляет 7,25. То есть по факту, по каким-то причинам, выбыв из этой программы, максимальная ставка его будет ключевая ставка плюс 2%. На сегодняшний день, если говорить сейчас, это 9,25 получится. По условиям программы ставка 6% после окончания льготного периода не должна превышать размер ключевой ставки Центробанка, действующей на дату выдачи кредита. Так ставка составит 9,25%. Приобрести квартиру можно как на первичном рынке, так и на вторичном рынке. Первичный рынок – это долевое строительство. В рамках долевого строительства у застройщика, у аккредитованного застройщика. Вторичный рынок – это уже готовое жилье, квартира, у которой есть право собственности. Обязательно условие по данной программе – это первоначальный взнос не менее 20% от стоимости квартиры. Помимо прочего, сумма кредита в Москве, Московской области составит 8 миллионов, так как жилье там намного дороже. Ну а предельный объем ипотеки в Ингушетии 3 миллиона. Выбрать квартиру от застройщика в нашей республике можно на сайте Сбербанка в разделе «Дом Клик». Там также указана информация о застройщиках, стоимости жилья и районах. Этот продукт доступен по всей нашей стране, и выбрать квартиру, подать документы и получить одобрение клиенты могут в том числе и также, если обращаются напрямую в отделение Сбербанка. Чтобы получить по этой программе жилье, необходимо предъявить свидетельство о рождении ребенка, документ, подтверждающий гражданство Российской Федерации. Программа была объявлена, то есть она действительно в декабре анонсирована была, мы пока получали разъяснение. На сегодняшний день у нас на территории Ингушетии нет. Первый, если брать юг России, то первый кредит такой был выдан в Краснодарском крае, тоже в Сбербанке. Сейчас потихонечку эта программа набирает обороты, и мы тоже надеемся, что жители республики будут пользоваться. Нам необходимо, как говорится, чтобы они понимали, знали, как это делается. Наши филиалы к этому готовы, то есть программа до них доведена. Если в вашей семье в этом году родился второй ребенок, возьмите необходимый перечень документов на сайте Сбербанка и приходите в центральный офис республики. На 2-м этаже здания в отделе продаж вас проинформируют и помогут оформить ипотеку на приобретение жилья. Возможно, с этого дня в истории вашей жизни начнется новая счастливая страница. Лина Сычоева, Мухаммед Миржоев, Новости 24.